Это для нас святой праздник, святой день для каждого коммуниста, для каждого патриота своей родины, который болеет за нашу родину. 154 года назад родился гений человечества, общепризнанный гений человечества Владимир Ленин. И все сегодня мы по всей республике, где установлена памятник Владимиру Ленину, наши товарищи подходят и возлагают цветы в память о нашем дорогом Владимире Ленине. Уважаемые товарищи, митинг, посвященный памяти Владимира Ленина, объявляет открытым. Слово предоставляется первому секретарю Якутского городского комитета партии Васильеву Яну Ильичу. Добрый день, уважаемые товарищи! Масштаб, гениальность, величие личности Владимира Ильича Ленина, чем дальше уходит время от его времени жизни, оно не будет меркнуть. Ту роль, которую он сыграл, создав первое государство рабочих и крестьян на планете, оно останется самым масштабным, грандиозным событием минувшего 20 века. Это событие повлияло не только на историю нашей Родины, России, но и на международное рабочее левое движение. И не побоюсь сказать, что на социальные события большинства стран мира. Страна Советов после тяжелой гражданской войны объявила 8-часовой рабочий день. Были введены впервые гарантии для женщин, введен оплачиваемый отпуск и многое-многое другое. И эти примеры стали, не хочу сказать слово заразительные, но капиталисты, руководители многих европейских стран, чтобы их рабочие не бастовали, им приходилось это вести. И в итоге могу сказать, что создание социалистической системы государств и плюс привело потом к крушению колониальной системы во всем мире. Поэтому Великий Октябрь очень ярко осветил международные события 20 века. Мы, коммунисты, наши сторонники, патриоты нашей Родины, должны всегда знать, помнить, чтить этот день. И наша с вами задача, товарищи, младшему поколению, школьникам, подрастающему поколению доводить о выдающейся роли Владимира Ильича Ленина. И мы должны этим заниматься постоянно и не забывать это. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Помните, да, вот эту фразу? Ура, товарищи! Ура! Слово предоставляется главному идеологу Якутской республики Романову Иннокентию Ивановичу, народный депутат Республики Саха-Якутия. Дорогие товарищи, сегодня мы собрались на очередную годовщину Владимира Ленина, выдающегося государственного и политического деятеля, действительно гения человечества, который воплотил в реальность идеи Карла Маркса и Фридриха Энгельса. То есть, вообще вот Ленин родился в 1870 году, в это время еще жив был Маркс. Вот. Ленин мог встретиться даже с Энгельсом, не получилось просто так. Вот. И тем не менее он продолжил их дело, но уже на новом уровне, на уровне империализма, когда капитализм вошел в высшую последнюю стадию. И тогда Ленин сделал свои оригинальные выводы и о судьбе капитализма. Так, он предрек, конечно, как и Карл Маркс и Фридрих Энгельс, конец этому строю через историческое обозримое будущее. И он сделал ряд выводов, о которых Маркс и Энгельс, в общем-то, у них были другие немножко мнения. Например, о том, что победа социализма может быть в одной отдельно взятой стране. Маркс и Энгельс говорили, что в наиболее развитых странах, прежде всего, победит революция.
А Ленин сказал, что вот на стадии империализма может быть такое. И вот эта единственная страна, она может потом стать факелом для других стран. Так, далее, значит, Владимир Ильич Ленин очень подробно разработал теорию социалистической революции и осуществил ее, блестяще осуществил в нашей стране. А победа социалистической революции тоже, вы знаете, апрельские тезисы, с которыми он приехал после февральской революции, даже ближайшее окружение Владимира Ильича не верили, не понимали, как можно от буржуазной революции сразу переходить к социалистической. Ну не сразу, конечно, вот Владимир Ильич. Знаменитый лозунг «Вся власть советом» — это была попытка мирного перехода к власти от буржуазного этапа к социалистическому. Но пришлось вооруженным путем, и вы знаете, что революция увенчалась успехом, и началось строительство нового общества. И вы знаете, что Владимир Ильич Ленин, кстати, есть такое вот мнение, когда началась гражданская война, западные страны решили, вот как сейчас, может быть, Запад, пойти на соглашение с советским лидером, прислали своего представителя Булита, который пытался договориться, прекратить гражданскую войну. Он сказал, признайте все вот эти вот мелкие государства, которые возникли там, сям, вот, и так далее. И мы ну и, как говорится, давайте наладим нормальные отношения. Ленин пошел на это, но Запад отказался. Они почувствовали, что белое движение может победить и стали поддерживать, как вот Украину сейчас. Но на самом деле, значит, гражданская война увенчалась победой Красной Армии, советской власти. Но затем, вы знаете, вот знаменитая политика НЭПа. Ведь в период гражданской войны было некое забегание вперед. Но это чрезвычайная была ситуация. Политика военного коммунизма. Так? А после гражданской войны, ну, победив на военном фронте, надо было победить капитализм на экономическом. И вот Ленин сделал уступку основной массе нашего населения, крестьянству, и перешел к новой экономической политике. Эта политика, конечно, очень сложная, так? Но он говорил так, или мы забегаем вперед и отрываемся от основной массы, и они нас сомнут. Их 80% населения, а нас небольшая все-таки часть населения. Поэтому отступили назад и вместе с крестьянством медленно, но верно должны были идти вперед. В общем, вы знаете, что вот новое государство, это было государство социальной справедливости. И действительно, вот Аян Ильич правильно сказал, Советский Союз, который появился в 22 году, он был на протяжении 74 лет, он был образцом и примером для очень многих стран. Практически для всех стран, которые так или иначе что-то взяли от нашей страны. И я хочу еще сказать, значит, что Ленин прожил очень небольшую жизнь. Он скончался на 54-м году жизни. К сожалению, это, конечно, очень тяжелая жизнь. И покушение, которое на него было совершено, и вот пуля, которую мне извлекли, она привела к серьезным, значит, заболеваниям у него. Но Владимир Ильич Ленин и в то время, и тем более сейчас остается для нас лидером, главным теоретиком, ну и, в общем-то, главным нашим руководителем, который уже тогда предвидел, что, конечно, борьба за революцию, за советскую власть будет сложной. Он, а потом Иосиф Виссарионович Сталин говорили, что возможно даже реставрация капитализма. И предупреждали об этом. Но, к сожалению, вы знаете, наши последние вожди, да, довели страну до развала. Однако дело Ленина разошлось по всему миру. Вот сегодня все прогрессивное человечество будет отмечать день рождения нашего Владимира Ильича. И дело Ленина, дело Маркса и Энгельса, оно будет продолжено, и победа будет за нами, это точно. Поэтому я поздравляю вас еще раз со 154-й годовщиной Владимира Ильича Ленина и желаю всем успехов в борьбе за советскую власть, за возрождение народного социализма.